Так, подождите, я поменяю очки. Другую включи, там сказки. Да. Пыдди пуктана уджьоркиас, мечола маладьянес тае вебинар и мекосиапетка для таунтианле мойдьяс. Я просто потерялась. Аудиторию не могла найти, ничего не могла найти, ни технику, никого. Презентация с Бурнжикми ключ там. Да, перехожу на русский язык, потому что знаю, что, наверное, смотрят не только комиязычные педагоги, но и те, которые не владеют комиязыком. Вот, и поэтому буду говорить на русском языке. В общем-то, действительно, у нас большая радость. Мы получили вот такой замечательный альбом, который называется «Бабушкины сказки». Это проект Фонда развития и сохранения родных языков. И этот альбом состоит из двух комплектов. Первый комплект, один из комплектов, это русские сказки. Сказки бабушки Матрёны. Здесь 16 сказок. И второй альбом – это коми-сказки. Коми-мойдьяс. Называется «Сказки бабушки Марпы». Марпа Пычлен Мойдьяс. И здесь также 16 сказок. Все сказки, они расположены по темам. Я сейчас хочу вам пролистать весь этот альбом, пока мы еще не включили презентацию. И обратите внимание, что вот внизу записаны темы, по которым мы подбирали эти сказки. И, в общем-то, это получается, что это основная ключевая идея, которую нужно будет как бы озвучивать детям и как бы донести до их понимания, до их сознания. Первая сказка – это «Щёркни, репка», но это не дословный перевод с русского языка, а это поэтическое произведение. Так, как тут перелистывается-то? Как тут перелистывается? Не перелистывается. Ага, перепрыгнула. Итак, я хочу, что-то я никак не могу совладать. Итак, на первой странице листа у нас была сюжетная картина по сказке, на обратной стороне располагается текст сказки. Обратите внимание, что текст дается на двух языках, на коми и на русском языке. Под текстом предлагаются вопросы по содержанию сказки, и затем дается коммуникативная ситуация для общения с детьми, для того, чтобы можно было поговорить о самой теме, да, о самой теме взаимопомощи. Например, в тексте «Репка» у нас дается такая коммуникативная ситуация, что нужно поговорить с детьми о том, почему и когда надо помогать другим. Приведите примеры, когда ты помогал другим, как надо обращаться за помощью, как ты это делаешь, что ты ответишь, если к тебе обратятся за помощью, какие дела невозможно сделать одному. Приведите примеры. То есть получается, что по каждой сказке предлагаются такие беседы на нравственную тему. Второй лист сказки предполагает картинки с последовательно развивающимся сюжетом сказки. Воспитатели знают, что для пересказа сказки, конечно, детям очень удобно пользоваться такими картинками, но самое интересное, что на оборотной стороне предлагаются задания.
То есть каждая карточка, во-первых, этот лист надо будет вырезать по пунктирам, которые здесь предложены. И на обратной стороне карточки предлагаются задания. Получается, что, в общем-то, работа над сказкой получается такой комплексной работой, потому что она в себя вбирает не только лишь образовательную область речевого развития, но и все образовательные области. Так, ну вот пролистаем сейчас весь альбом. Итак, на тему взаимопомощь предлагается еще сказка «Охотник и Чукля». Это мыдлы отсащем. Вот абсолютно так же располагаются все задания. Пера богатырь. И затем вторая тема. Дружба, Йортащем. Предлагается сказка «Олень и его друг». Также вот коммуникативная ситуация предлагается. Нужно будет поговорить о дружбе, о друзьях, какими они могут быть, какими должны быть, как нужно дружить. Так, и задание. Ну, например, если предложить даже посмотреть, какие задания предлагаются по этой сказке. Так, сейчас я вот найду. Сказку. И вот посмотрите, значит, на первом рисунке, каких рогатых, где вот надо нарисовать орнамент. Каких рогатых животных ты знаешь? Рога этих животных отличаются друг от друга. Даже у молодых и старых оленей они разные. У молодого они похожи на развилины сучка, а у старого со множеством отростков. Вот видите, это уже как бы предполагает ознакомление с окружающим, с природой. Вот этот орнамент означает рога оленя. Нарисуй до конца строки. То есть ребенок узнает, получает новую информацию и также выполняет графическую работу. И узнает название орнамента. На втором рисунке «Помоги оленям дойти до реки», называй направление, по которому надо будет идти. Направо, налево, прямо. Это уже относится к пространственному, математические представления, пространственное направление. Да? Третий рисунок. Котлевского надо пригласить, не надо презентацию включить. Он хотел прийти. Покажи, где в лесу спрятались опасные звери. Назови их. То есть на рисунке можно увидеть части животных. Дети должны их обнаружить и назвать их. На четвертом рисунке своеобразная такая маршрутная, да, игра. Помоги овечке убежать от волка, найди дорогу. То есть надо детям прорисовать эту дорожку. На пятом рисунке сосчитай, сколько оленей. Ты не сумеешь включить. Ты сейчас выключила рисунок тоже. Все. Угу. Все, давай тогда. Сосчитай, сколько оленей, нарисуй рога всем оленям, раскрась картинку. И на шестом рисунке предлагается пальчиковая игра «Олененок». Вот такие вот альбомные листы. И вот так вот замечательно можно провести работу. Итак, включилась наша презентация наконец-то. Мы начинаем наш вебинар. Итак, да, видно, нет презентацию, дорогие коллеги, кто подключился. Напишите, пожалуйста, в чате.
Да, ну хорошо. Итак, давай на первую страницу пока переключить. Итак, сегодня вот хотелось бы показать вот такой вот комплексный демонстрационный материал Марпа Пöчлän Moitjas. Далее, авторами-составителями являются Зоя Васильевна Остапова и Симкина Ирина Александровна, сотрудники лаборатории национальных проблем дошкольного образования. Далее. Это проект Фонда изучения и сохранения родных языков народов Российской Федерации. Далее. Этот альбом создавался под научным руководством доктора педагогических наук, профессора Хамраевой Елизаветы Александровны. Эти альбомы были созданы на татарском, башкирском, якутском, марийском, тувинском, эвенкийском, чеченском, коми и русском языках. В общем-то, конечно, очень хорошо, что мы попали в этот проект. Как всегда, все происходит случайно. Надо вот вовремя, как бы я позвонила Елизавете Александровне, когда набирался вот состав, коллектив по этому проекту. И, конечно, невозможно было отказаться от предложения, готовы ли мы создать такой альбом. И, в общем-то, такой альбом получился. Он очень красивый, яркий, содержательный. Художником этого альбома является Галанова Татьяна Вячеславовна. Она живет в Москве, но в любом случае, когда мы делали рисунки, то мы соблюдали абсолютно все нормы и все те, как бы, тот колорит, который характерен для коми-культуры. Мы постоянно советовались с учеными для того, чтобы буквально каждый орнамент соединялся, элементы одежды, зданий и так далее. В общем-то, действительно, если вы будете рассматривать картинки, то мы можем честно сказать, что они абсолютно соответствуют коми-реальности. Альбом издан в издательстве «Просвещение Союз». Далее. Итак, этот альбом состоит из 16 сказок, народных и авторских, которые объединены по темам. Это «Модлоцещем», «Взаимопомощь». Сюда вошли у нас 3 сказки. Это Михаила Лебедева «Щоркни», коми-народная сказка «Кыщич да Чукля», «Охотник и Чукля», коми-народная сказка «Пера Богатырь». Сейчас уже в тексте видны все эти переводы на русский язык, поэтому я позволю себе говорить на коми-языке также. Вторая тема «Йортащем». Сюда вошли коми-народная сказка «Кырда Сылан Йортыс», «Кань Петух да Руч», по мотивам русской народной сказки «Кот, петух и лиса». В общем-то, было условие, чтобы в альбом вошла одна русская сказка, как бы с переводом на национальный язык. Поэтому мы это соблюли. «Эскам доверие», коми-народная сказка «Ур Велодыс». «Удж труд», коми-народная сказка «Кепыч дочер», сказка Раевского «Отцег», и коми-народная сказка «Ширк-тып». Далее темы «Горд», «Дом», «Шонет корщищас», коми-народная потешка «Руй-руй», «Бурлун», «Гостеприимство», у Василия Лыткина «Кычлан праздник». Вот вы заметили, наверное, что есть также у нас и авторские сказки, и не только коми-авторов, но и русского автора. Например, вот тема «Шаньлун. Доброта». Мы взяли переводную сказку Елены Гаповой «Виж Юр Кыч да Кыин». Уже очень интересный сюжет и очень интересная идея этой сказки. Подождите. Коми-народная сказка «Боба». И также тема «Вежер Ум», коми-народная сказка «Черскужныв» и сказка Юшкова «Ош Щоркни».
Нужно сказать, что, конечно, когда мы работаем над сказками, наверное, надо брать сказки как бы по одной теме, чтобы можно было вот как бы углубляться в это понятие. То есть мы поработали над сказками по теме, например, взаимопомощь, затем мы перешли к другой теме и так далее. Для того, чтобы у ребенка все-таки складывалось такое вот объемное представление о том или ином нравственном качестве. Это является очень важным. Далее. В альбоме на каждую сказку отводится по 2 листа, о чем я уже говорила. Первый лист – это демонстрационный и методический материал. Первая страница, она содержит красочную иллюстрацию, ее можно использовать для вступительной беседы или же прослушивания сказки. А на второй странице приведен текст сказки на коми-русском языках. Можно пролистать, там как раз представлено. Посмотрите, пожалуйста, то есть на одну сказку 4 листа предполагается. Далее вот это текст. Второй лист, я уже говорила о том, что нужно будет разрезать по пунктирным линиям, которые расположены на 4-й странице, и у вас будет 6 одинаковых карточек. Для того, чтобы материал послужил подольше, я думаю, что есть смысл заламинировать. Вот. Но и для того, чтобы работать с каждыми с графическими заданиями, также есть смысл ксерокопировать, для того, чтобы этих карточек с заданиями было больше, и дети могли бы по ним работать. В общем-то, надо вам проявить свое творчество, свое как бы такое креативное мышление, как можно будет этот альбом и эти задания, эти карточки использовать для большего количества детей. Я думаю, вот, и, конечно, надо подумать о том, чтобы вот этот альбом, он вам подольше сохранился. Потому что я не думаю, что этот альбом еще когда-нибудь мы сможем издать в ближайшее время. Далее. Ну, я вам уже продемонстрировала о том, какого типа могут быть задания. То есть они абсолютно разнообразные, и они как бы соединяются с темой, с сюжетом сказки. Поэтому можно сказать, что вот выполнение этих дидактических заданий, оно опять же углубляет содержание сказки, расширяет это содержание и как бы дает дополнительную информацию. Нужно отметить, что весь текстовой материал дан на коми-русском языках, и, в общем-то, это такое достаточно важное дело, важное начинание, потому что все-таки мы ориентируемся на то, чтобы коми-язык сохранялся, жил, процветал, и чтобы на нем говорило больше детей. И я обращаюсь ко всем педагогам, которые работают с коми-детьми, чтобы в первую очередь вы, конечно, с этим альбомом поработали на коми-языке. Ну а на занятиях по русскому языку вы можете уже пользоваться альбомом «Русские сказки» и читать их на русском языке. Все-таки мы ориентируемся на то, чтобы наши дети росли двуязычными. Итак, в коми-детских садах, несмотря на то, что есть у нас и сказки на русском и на коми, мы берем текст на коми-языке, а альбом «Русские сказки» мы используем уже на русском языке. На занятиях по русскому языку используем этот альбом. Далее. Ну вот так вот мы показали, чтобы вы увидели реально, что, в общем-то, при подборе графических заданий мы обязательно ориентировались на текст, на сюжет сказки. Далее. Итак, методика работы по этому альбому. Работа над каждой сказкой, она как бы занимает 2-3 занятия в зависимости от возраста детей. То есть чем старше
дети, тем больше занятий может быть проведено, потому что и расширяются возможности детей, и таланты, способности. И поэтому мы можем, конечно, виды и формы работы разнообразить. На первом занятии, конечно, это самое главное, чтение с демонстрацией первой страницы сказки. Да? Мы куда-то вывешиваем и читаем эту сказку. Затем мы обсуждаем. Можно, конечно, вначале предложить вопросы, как вы думаете, про что эта сказка, про кого эта сказка, где это происходит и так далее. Вот. И затем уже у нас идет чтение. Затем мы обсуждаем с использованием вопросов, которые даются на обороте первого листа. Затем мы беседуем по предложенной коммуникативной теме. Затем опять мы читаем, но перед этим уже говорим, что мы предлагаем вам пересказать эту сказку. То есть закончится это занятие может пересказом. Если, конечно, по времени чтения, беседа будут подольше и времени не хватает, то это все можно перенести на следующее занятие. То есть вы уже ориентируетесь на время, чтобы дети не устали. На втором занятии мы можем поработать с сюжетными картинками, с последовательно развивающимся сюжетом и выполнить дидактические задания. Затем, если у вас остается время, вы можете опять прочитать эту сказку и предложить пересказать по этим сюжетным картинкам. На третьем занятии мы пересказываем сказку по картинкам и предлагаем театрализацию. Здесь уже могут быть разные виды театра, от и пальчиковый, теневой, бибабо, драматизация и так далее. В общем-то, уже зависит от вашего творчества. Затем уже мы можем перейти к другой сказке. Вот, надо это, конечно, распределить все в перспективном плане. Какие могут быть формы работы с сюжетными картинками? Во-первых, нужно разложить картинки в нужной последовательности. Поэтому, я думаю, на втором занятии, вернитесь, пожалуйста, к методике там. Я думаю, что на втором занятии, опять же, мы можем вначале начать с чтения, а затем уже мы будем работать с сюжетными картинками. Далее. Значит, еще какие формы могут быть? Значит, раскладывание картинок в нужной последовательности в соответствии с сюжетом, словесное описание сюжетной картинки, то есть каждый ребенок там или по парам, или по группам они получают одну картинку, и они составляют уже рассказ именно по этой картинке. Пересказ сказки с опорой на сюжетные картинки, определение, какой картинки не хватает, и ее описание, нахождение такой же картинки, как у взрослого, предлагаю, да? Нахождение ошибок в расстановке сюжетных картинок и их исправление, то есть согласно сюжета. Понятно, что, опять же, вот эти формы работы, они могут быть расширены. Это зависит от вашего творчества. И очень бы хотелось, чтобы вот мы проводим конференции, семинары, хотелось бы услышать в дальнейшем выступления из опыта работы по использованию этого альбома сказок в вашей работе. То есть каким образом вы используете, какие задания предлагаете, как это воспринимается с детьми, какие вы, может быть, свои коммуникативные ситуации предлагаете. В общем-то, тут есть большое поле для творчества. Ну и, конечно, очень важным является то, насколько ребенок умеет пересказать, как он умеет последовательно рассказать сказку, потому что именно к связности речи мы стремимся,
когда ведем работу по развитию речи детей, потому что это связанность речи – это главный коммуникативный показатель, позволяющий определить уровень владения языком. И здесь, конечно, важно запомнить некоторые правила работы над сказкой и придерживаться их. Ну, надо, конечно, во-первых, игры по сказочному сюжету проводить в удобное для детей время. И, конечно, это после того, как уже вы прочитаете сказку. Надо обязательно проигрывать сказочный сюжет, потому что это позволяет ребенку усвоить информацию на эмоциональном уровне. И, в общем-то, любое театральное такое представление, драматизация, когда ребенок берет на себя какую-то роль, обогащает внутренние чувства и переживания ребенка. И это очень важно. Далее. Во-вторых, конечно, очень важным является формирование гибкости мышления и возможность ребенком проживать как бы тот или иной сюжет сказки с позиции разных героев. И здесь вот очень важно обучать вот техникам фиксации образа. То есть ребенок должен как бы принять и прочувствовать вот образ того персонажа, которого он играет. Но это может происходить по-разному. Может быть на аудиальном уровне. То есть особенное такое выразительное произнесение, характерное для образа звукосочетания и слов. То есть скажи испуганно, скажи весело, скажи как будто ты вдруг увидел и удивился и так далее. Вот эти вот все эмоциональные состояния очень важны, именно вот очень важны для выразительности речи, чтобы ребенок действительно мог проявлять свои эмоции через интонацию. Внутреннее визуальное. Это очень важно, как вот себя ребенок представляет в образе. И кинестетическом, то есть фиксированная поза. То есть каждый персонаж, он имеет свои какие-то особенности в движении, и, конечно, ребенку это тоже запоминается. То есть прыгать, например, как заяц, ползать, например, как другое животное, бегать как олень. Можно бегать и как олень, и как лошадка, и как собачка, и как котенок, и так далее. В общем-то, все эти животные, они вроде бы бегают, но они все бегают по-разному. И у ребенка, конечно же, этот, как бы такое эмоциональное состояние, оно расширяется. И когда уже ребенок вот будет это раз от раза на себе испытывать, то, конечно, уже это войдет в эмоциональную память и останется с ребенком на всю жизнь. То есть расширяются его эмоциональные такие вот впечатления. Далее. Вот опять же, вот я уже говорила о том, что желательно знакомить со сказками по одной теме, как бы сгруппировав эти сказки. Для чего это нужно? Потому что как бы вот работа над сказками со схожими идеями, они позволяют обогатить эмоциональный интеллект и вот в себя как бы вобрать понимание вот тех или иных качеств, моральных качеств, таких как доброта, мужество, стойкость, справедливость, гостеприимство, дружба и так далее. Вот. И здесь можно использовать технику ресурсных вопросов. Вспомни, а как было в такой-то сказке? Как об этом говорилось? Как себя вел тот или иной персонаж и так далее? То есть в любом случае, для того, чтобы у ребенка закрепилось то или иное нравственное качество, надо, чтобы было об этом дано как можно больше содержания, как можно больше примеров из сказок ребенок увидел. Вот мы говорим об эмоциональном интеллекте, что очень важно формировать эмоциональный интеллект ребенка. И
Действительно, эта проблема на сегодняшний день достаточно актуальная, и формирование эмоционального интеллекта начинается буквально в раннем детстве. Ну и, конечно, дошкольный возраст — это действительно самая такая благоприятная пора для этой работы. Что такое эмоциональный интеллект? Это как бы оборотная сторона рационального интеллекта, когда ребенок знает, что это, как это и так далее. Но в то же время человек должен уметь еще и управлять своими эмоциями и как бы понимать как бы другого человека по проявлению эмоций и, в общем-то, уметь взаимодействовать с другими людьми, потому что в любом случае, когда мы общаемся, мы должны проявлять и какую-то отзывчивость, да? Мы должны проявлять радость, мы должны проявлять какое-то удивление от каких-то необычных таких вот происшествий, мы должны сопереживать, мы должны уметь... Какие еще у нас качества могут быть? Но в любом случае, как бы не должен человек быть таким вот как бы абсолютно зажатым в себе. И вот именно вот эта часть нашего сознания, она позволяет нам быть, вот эмоциональный интеллект, она позволяет нам быть не только умными, но и успешными, и даже счастливыми. Вот это очень важно. Ну и вот хотелось бы привести вот пример, какая же разница между обладателями высокого и низкого эмоционального интеллекта. Вот для обладателей низкого эмоционального интеллекта характерна неуверенность в себе и своих действиях, склонность к чрезмерной самокритике, неспособность находить общий язык с окружающими, чрезмерная скромность и непредвзятость к окружающим. То есть эмоциональный человек, он может превратить все в юмор, в шутку, он может посмеяться над собой, да? Во-первых, в первую очередь над самой, и этим каким-то образом разрядить вот какую-то ситуацию, которая случается. Вот. А неэмоциональный человек, он как бы постоянно погружен в себе и занимается таким вот самоедством, может быть. Для того, чтобы этого не случалось, мы должны формировать у детей чувство юмора, мы должны формировать умение себя эмоционально проявлять, мы должны уметь ладить как бы с другими людьми. И вот в этом нам поможет, конечно же, сказка. Потому что сказка, она входит в жизнь ребенка буквально с раннего возраста и остается с нами на всю жизнь. И самое главное, что сказки нужны не только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка. Поэтому, конечно же, именно со сказки начинается знакомство с миром взрослых, с миром человеческих взаимоотношений, окружающей жизнью. Именно благодаря сказке малыш познает свое место в этом мире, получает первое представление о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости. И вот именно сказки достаточно просто объясняют малышу, а что такое хорошо и что такое плохо. То есть закладывают моральные и социальные ценности. Уважаемые коллеги, в общем-то, я думаю, что наш альбом, как коми-альбом Марпа Почелан Мойдьяс, так и альбом с русскими сказками, они позволят обогатить педагогический процесс детского сада. И, в общем-то, как бы будут таким вот важным составляющим, вот эта работа будет важной составляющей в общей работе детского сада. В этом альбоме, конечно, не расписано, что в каком возрасте мы должны использовать, но я думаю, что каждый воспитатель уже по пониманию он сможет отобрать сказки для детей своей возрастной группы. Но, конечно, они не годятся для детей раннего возраста, там только может быть рассматривание картинок, да, чтение самых простых сказок.
Но больше мы, конечно, ориентируемся на детей средней и старшей подготовительной групп. И почему? Потому что именно в этом возрасте формируется, наиболее интенсивно формируется речь ребенка, связанная речь ребенка, формируются нравственные такие вот ориентиры, и формируется вот такое вот умение взаимодействовать, жить во взаимодействии с другими окружающими ребенка людьми. Итак, уважаемые коллеги, какие есть вопросы? Понятно ли вам все, что было сказано, насколько это было доступно, насколько это было понятно? Какие есть вопросы? Кто-то есть у нас в чате? Сколько мы можем? Итак, вопросов нет. Я прощаюсь с вами. Будбурса, Буденле. Да, хочу сказать о том, что эти альбомы сказок, они распределяются по детским садам. На сегодняшний день уже забрали эти альбомы Управление образования Кайгородского, Карткиросского и Сыктывдинского районов. Ну и мы ждем остальные районы для того, чтобы вы могли забрать и потом раздать по детским садам. Для каждого детского сада по одному альбому, но я думаю, что вы сможете распределить уже сказки внутри детского сада по группам, как бы можно же их использовать. Всего доброго, Став Бурса, Быт Бурса.